привет! Сегодня мы находимся на главном бьюти-проекте уходящего года Make Up Day, где лучшие стилисты и визажисты нашего города покажут свои мастер-классы. Вы знаете, в этом году у нас особый бум бьюти-мероприятий. У нас очень много профессиональных брендов представлено в Якутске. Очень много интересных визажистов представлено, которые развивают свое мастерство не только в рамках своих школ, но и принимая участие в таких мероприятиях, как Beauty Day. Этот мастер-класс сделан для меня, для тебя, для любой девушки города Якутска, которая трепетно относится к своей внешности и хочет научиться профессионально делать макияж. Это мероприятие в форме девичника, где у нас проходят бесплатные экспресс-укладки, бесплатный макияж. Также у нас проходят мастер-классы от визажистов города Якутска. Эти визажисты – это девочки, которые давно уже работают в этой сфере. В принципе, их имена знает практически каждая жительница города Якутска. Мой сегодняшний мастер-класс на тему «Цветные смоки айс», пошаговая инструкция. Также мы будем проходить цвета, которые можно между собой сочетать. И самое прикольное, то, что мы будем его делать на кремовой стойкой подложке, то есть этот макияж 100% не потечет и будет держаться весь день. Сегодня вообще я веду два мастер-класса. Это, получается, новогодний макияж, который я показала, и будет еще лакшери смоки айс. Учиться обязательно надо. Это на самом деле очень сложно. Все думают, что вот кисточкой махнула такая, и все. Визажистам быть так круто, и работать не надо. На самом деле это такой труд. Я сделала смоки, это не только просто черным я прошлась, тут 5 оттенков, да. То есть как правильно их сочетать, как правильно сделать какую-то форму определенную. То есть это очень, на самом деле, сложно. И надо учиться. Учиться никогда не поздно. Учение – свет. Наш мастер Динара делает маникюр экспресс со слайдер-дизайнами. Это такие наклеечки красивые. Также она делает новогодние цвета на маникюр-гель с использованием гель-лаков. Это такое долговременное покрытие, которое вы можете носить до 3 недель. Мой мастер-класс сегодня называется «Как создать идеальные брови». Профессионалы, как мы подсказываем, мы показываем, мы обучаем. Очень здорово, что вот на таких мероприятиях, как сегодня, да, Make Up Day, можно вот реально познакомиться с мастерами и посоветоваться с ними. В нашем городе сейчас очень большой выбор салонов и специалистов. Кому идти, определиться сложно. Как же найти своего мастера? У каждого клиента есть свой мастер, у каждого мастера есть свой клиент. То есть этому клиенту может понравиться то, как ты круто нарисовала, то, как ты круто накрасила, но может не понравиться твоя подача, да? То, что как ты ведешь себя. Ну, вот такие вот нюансы очень много. А может быть наоборот, то есть по общению все круто, классно. На самом деле сейчас клиенты приходят не только за макияжем, но и за общением. Бывает так, что даже по характеру подбирают себе мастеров, потому что мастер, он у нас как психолог. Вы приходите и 2 часа проводите с ним наедине, разговариваете, поэтому подбирать нужно человека более похожего на себя. Если вы смотрите не только работу, если вы вообще в принципе испытываете симпатию к человеку, сейчас же у нас Инстаграм есть, и ВКонтакте, Фейсбук, все, можно за всеми следить, наблюдать. Если человек вам импонирует, то, конечно, сходите к нему. А если вот вам, допустим, работа нравится, но вы чувствуете, что душа не лежит, то попробуйте кого-то еще. На Make Up Day визажисты использовали профессиональную косметику. А вообще по ценовой категории и составу вся косметика делится на несколько видов: масс-маркет, middle-маркет, люкс и профессиональная. В каждой категории свои бренды, свои плюсы и минусы. Не вся косметика, даже у суперлюксовых брендов, допустим, мне нравится. То есть есть какие-то определенные отдельные позиции, которые мы выбираем, да, для работы. Вот текстура понравилась растушевка, понравился цвет, мы ее покупаем, ну, визажисты. То есть это может быть и какие-то люксовые бренды, да, и Armani, это могут быть и Bobbi Brown, и NARS. Либо это может быть, вот, допустим, у меня лично даже есть продукция Maybelline, которая мне очень нравится. Там есть очень крутая база, которая перекрывает поры. Я думаю, что просто все нужно пробовать, трогать, щупать, наносить и для себя выбирать то, что нужно. Конечно, есть такие какие-то определенные виды продукции за минимум цену, максимум качества. Из масс-маркета можно сделать красивый макияж, красивый образ, но не стойкий.
Надо выбирать профессиональную или люксовую косметику, да, потому что ими приятно работать. То есть работа или то, как ты красишь себя, да, должно приносить удовольствие, а не так, чтобы ты сидишь такая, не знаешь, как брови нарисовать этими тенями, которым 100 лет. Ну, то есть все равно косметика должна быть хорошая, особенно кисти должны быть хорошие, это обязательно. В Инглоте вот очень хорошая система, то, что можно выбирать тени, да. Если ты не хочешь палетку большую за 5000, пожалуйста, выбирай палетку маленькую, да, по 2 штучки и свои любимые тени. Что значит профессионально? Это высокопигментированные тени, это тени разных оттенков. То есть вы можете найти на любой тип кожи. В принципе, любая девушка, думаю, с любого возраста должна начинать пользоваться именно профессиональной косметикой, если она хочет, чтобы выглядеть красиво. Встретив такое количество профессионалов, мы не смогли не спросить у них несколько ценных советов по макияжу и маникюру. Первый совет – обязательно увлажняйте кожу, потому что наша кожа, она вам спасибо скажет, когда вам будет 40-50. Когда вы сделали покрытие гель-лаком, пожалуйста, в этот день не мочите руки, не принимайте ванну, никаких бань и саун и так далее. Хайлайтер, да? Ну, хайлайтер, это, мне кажется, это просто магия, это просто вот чудо, это очень красиво смотрится. Вот это вот сияние, да, переход, это очень вкусно и красиво. Чтобы освежить макияж, обязательно наносите легкий румянец на внешнее яблочко щечек и на кончик носа. Чтобы белый цвет гель-лака не запачкался, бывает, что он часто маркий. Даже в зимний период он может запачкаться от джинсов или от колготок, потому что они, ну, красящий элемент у них остается. Когда тянем все на себя, все у нас пачкается. И девушки расстраиваются, что вот маникюр испортился, да. Можно просто взять обычную жидкость для снятия лака, протереть, и ничего страшного не будет с гель-лаком, а грязь уберется. Обожаю вот прорабатывать внутренний уголочек глаза хайлайтером. Это очень освежает взгляд. Взгляд такой становится достаточно игривый. Ну, очень красиво, на самом деле. Ну и третий совет. В зимний период обильно мазать руки кремом, а кутикулу маслом. Никогда не рисуйте себе черные брови. Поздравляем вас с Новым годом, дорогие жительницы города Якутска. Желаем, чтобы вы были всегда красивыми, ухоженными, с красивым макияжем. Всем благополучия, денег, карьеры, здоровья. Желаю, чтобы вы все были очень красивые, счастливые, и чтобы все ваши планы реализовались и воплотились в жизнь. Больше хайлайтера, больше румян, больше сияния, и будьте все счастливы. Будьте красивыми и любите себя. Всех с наступающим Новым годом! Это время чудес, и помните, что истинная красота, она внутри нас. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во FCM. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.